Дальше у нас слово предоставляется Лагилу Якубу Ибрагимовичу, исполняющий директор Ингушского географического общества Джунджуки. Доброго всем дня. С Гевиком Башидзе мы лично еще не встречались, но так на просторах интернета мы с вами иногда переписывались. Можно сказать, мы с вами знакомы. И в ближайшее время мы собираемся приехать в Грузию. Даст Бог, мы лично встретимся и пообщаемся. Ну, а что относительно храма, у нас было предложение, мы его направили в письма в равные инстанции. Я думаю, вы их получили уже. Более подробно, я думаю, Тандила вам ознакомить с этим предложением. Это будет хорошо, даже если нам ГИИС будет знаком с вами, обсудить это. Это как идея, которую мы все обсудим. Зауру Тандила Абдулхамитовне, научному сотруднику научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, искусствоведа. Гивика Йозович, всем, во-первых, доброго дня. Дядя Халшамасне, Гивика Йозович, очень приятно вас видеть. Хотя мы вроде должны были с вами встретиться, к сожалению, непогодные условия нам не позволили это сделать. Вообще вокруг храма Тхабаерды очень, к большому нашему счастью, в последнее время очень много разговоров, очень много внимания к нему. Это большое счастье. Почему? Потому что это очень важный архитектурный памятник. Он, несмотря на то, что на обилие архитектурных памятников в Горной Ингушетии, он все равно занимает свою определенную нишу, потому что кроме как религиозный, он еще является, естественно, в течение столетий он был административным и культурным центром Горной Ингушетии. Более того, там восседал, по сути, Народный совет, руководство, в кавычках говоря, ингушского народа, и, естественно, там решалась судьба, там решались общие общенациональные проблемы. Для нас он имеет особое значение не только как религиозный памятник или памятник нашим взаимоотношениям с Грузией. Но то, что его спасли своевременно, оказали ему поддержку, довели его до наших дней в том состоянии, в каком он есть, это, конечно, большое благо. И, естественно, если бы, возможно, вы не повлияли на это и вы не поучаствовали в этом, может быть, сегодня мы с вами наблюдали бы лишь сплошные руины. И его реставрация, консервация было бы делом вдвойне сложным, чем это сегодня. Что касается статуса памятника, вот уважаемый Георгий Чубашвили, он пишет, что Тхабаерды показывает совершенно отчетливо высокий культурный уровень населения того времени. Только на базе высокой культуры возможно было приступить к осуществлению такой задачи, пишет он. И мы с этим согласны, потому что к тому времени, мы видим, что все-таки в Горной Ингушетии сформировалась и своя архитектура, традиционная, самобытная, и плюс вот такие вот очень близкие, получается, взаимоотношения экономические, это исторические взаимоотношения и религиозные, они вот все-таки послужили тому, что родился вот такой вот памятник. К счастью, сегодня, как я сказала, и как я отметила, наконец, действительно комплексно рассматривают этот вопрос по его реконструкции, пусть это будет реставрация или консервация, это все определяют специалисты, конечно, с вашим участием, конечно, прислушиваясь к вашему опытному мнению. Но, тем не менее, хотелось бы выделить вот такой факт. Мы написали письмо, правда, недавно только получилось его разослать по всем структурам, просили сделать из него отдельную единицу, отдельный музей. То есть сделать так, чтобы при нем был постоянный штат, чтобы постоянно смотрели за состоянием памятника, даже после реставрации, чтобы постоянно велось исследование в этом направлении. Было бы, конечно, замечательно, если бы вот такой вот вопрос был рассмотрен, и ему бы придан был особый статус музея, какого-то подразделения, пусть это будет под Джараско-Асиновским заповедником, музеем-заповедником, или же непосредственно правительство учредит этот музей. Но, тем не менее, мы считаем, что этот памятник служит особого статуса и особого внимания и в туристической сфере, и в культурной сфере, и вообще при рассмотрении истории ингушского народа и грузино-ингушских взаимоотношений.
Спасибо большое. Мне как-то больше нечего добавить. Единственное, я хотела бы вот еще один вопрос задать. Просто вот интересно по поводу черепицы. Вы сказали, что там была обнаружена очень старая черепица, и когда этот памятник вы реставрировали во второй половине XX века, вот с черепицей, как вы решали эту проблему, Георгий Гайозович? Что вы предприняли для того, чтобы восстановить кровлю этого памятника? Очень плохо слышно про черепицу. Вопрос был о том, каким образом вы решили проблему кровли памятника во второй половине XX века, когда занимались реставрацией Хабаерды? По-моему, тогда железными листами было покрыто, не черепицей, а листами просто. Я так помню, железными листьями были покрыты. В 70-м году или в 71-м году даже, может быть. А насчет черепицы, это уж другой вопрос. Мы должны очень серьезно об этом подумать. В общем-то, черепица, она уникальная просто. Там есть надпись католикоса Арсения. Христос помилуй Арсения католикоса. Представляете себе, 955-980 год. Плоской черепицы, а сверху перекрыто желобчатой черепицей. Вот так было покрыто этот храм вот, ну, в конце X века, вот так. Но сейчас восстанавливать, надо очень серьезно об этом обсудить этот вопрос вообще с реставратором. Я лично на себя не могу взять такую ответственность. Нет. Я все-таки археолог. Есть ли в таком случае возможность каким-то образом, допустим, воссоздать эту черепицу? Есть ли возможность... Есть, чертежи есть. Да, и чертежи все. Огромное, знаете что, мы это знали, как я уже отметил, Грозненский музей, но, наверное, 2/3 я около храма, там упоминается в моем докладе, в юго-западной части, наверное, на 10 метров от храма, мы под землей положили все огромное количество этих черепиц. Представляете себе? Это физически должно находиться около храма там. Погребли, если я правильно по-русски выражаю это самое. Небольшую часть. Но у меня есть чертежи, это у меня опубликовано на 50 страниц приблизительно все. Эти надписи, чертежи существуют. Спасибо вам большое. Добавил бы по поводу черепицы. В прошлом году во время исследовательских работ при проектировании храма на глубине где-то 2 метров находили фрагменты черепицы. Она плоская черепица, и что интересно, с одной стороны был там оттиск, какие-то знаки, какие-то буквы древние. Ну, предположительно, это древнегрузинский язык асанатурия. Есть такой язык? Да, асанатурия, да. Предположительно, вот, ну, 8-9 век, да, если я не ошибаюсь, я не специалист, но есть такое предположение. Эти фрагменты черепиц у нас есть. Да, точно. Там есть надпись Арсения Христос помилуй Арсения католикоса. Я видел эти черепицы, которые вы находили. Как раз этот фрагмент от этой плоской черепицы. Еще что я хочу сказать. У Миллера в 1889 году в Маке первом, дорогой, значит, вы в курсе дела, это опубликовано неправильным прочтением. Но это точно та черепица, которую мы раскопали в 69-70-х годах, и там большая статья, пожалуйста, я послал все эти работы вам на электропочте в 2-3 экземплярах, так что вы посмотрите эту работу. И эта черепица, это фрагмент от этой как раз черепицы находили в прошлом году
Нацхаберди. Вы столько направили нам материала, что нам нужно время для изучения вот этого материала. Пока не Да-да. освоили. Его так много, что не освоили пока. Но будем, как говорится, Пожалуйста, будем грызть гранит общаться. науки. Будем контактировать. Есть у кого-нибудь еще вопросы? Кто есть? Да, задавайте вопрос. Уважаемый Батано Гиви, у меня к вам личный вопрос. Два барельефа с архангелами были вывезены в 1920 году в селение Ахиели. Вы выезжали с этой целью в это селение для того, чтобы осмотреть эти два барельефа. К сожалению, вы пишете, что эти два барельефа попали под оползень и были уничтожены. Хотелось бы знать, что предпринято. Провели ли там раскопки или на предмет изучения или выявлены ли эти объекты, потому что будет реставрация, нам они очень необходимы. Замечательный вопрос. В 70-м году я читал доклад по раскопкам нашей президиуме нашей Академии наук Грузии. И вот большим вниманием слушала наша академия, наши академики. И потом один из моих учителей, академик Георгий Читая, говорит мне следующее. Киев, дорогой, я в курсе дела, что вот представителями фамилии Очиаури, их потомки были очень известными архитекторами, художниками и этнологами, и их отец из Хаберди перенес, значит, вот как вы упомянули, два рельефа архангелов, еще и это находится в Ахее. Я и еще двое моих товарищей, мы в 1971 году поехали, то есть не поехали, пешком перешли в Ахею. Это город сейчас носит там машины не ходят. И вот мы привели к этому храму Ахеи, и там оказалось, что мы не нашли там эти рельефы. Но местный человек нам сказал, что там был во время большого дождя, и под землей должно находиться эти камни, рельефы архангелов. Мы не могли там проводить археологические разведки, у меня не было права на это, вы знаете, что на раскопки, на разведки должны быть официальные разрешения. И вот мы не тронули его. Я уверен, что эти два камня с архангелом находятся около маленькой церквушки в Ахее. Точно уверен. Там обязательно. И вот что хочу еще добавить, что эти большие камни, например, патриарха Грузии, Седрека, где он упоминается как патриарх всего Востока, это уникальное единственное такое определение патриарха Грузии из Хаберди. Это находился в Грозненском музее. Еще несколько камней находится в Грозненском музее. Я хочу, чтобы все эти камни, как я переслал из Тель-Авива в Ингушетию, чтобы они в Ингушетию и, может, на самом Хаберди. Моя позиция такова. Спасибо большое. Желающие выступить. Слово предоставляется Газику Беснако Джабраиловичу, историку-архивисту. Батона Гиви. Дима Глоба, мы в прошлом году, год назад встречались с вами. Вы помогли, очень большое вам спасибо.
Но мы приобрели благодаря вам материалы, связанные с храмом Тхабаирды, ваши отчеты, ваши материалы. Большое вам спасибо. Но дело в том, что мы не смогли взять материалы, рабочие материалы Химшиашвили и Чубинашвили. И будет большая просьба к вам посодействовать, помочь в этом вопросе, потому что эти материалы будут необходимы нам здесь при ремонте, при реставрации, при других работах. Большое вам спасибо. Слово предоставляется руководителю Комитета культурного наследия Хаджиеву Тамерлану Маровичу. Огромное спасибо всем участникам нашей конференции. Юрий Георгиевич, вам огромное спасибо. Вы делаете сегодня большую важную работу. Я знаю, что такое торгово-промышленная палата, система торгово-промышленных палат. Я сам со дня основания нашей палаты работал 12 лет заместителем руководителя палаты. Я знаю, что это серьезная организация. Вот были такие, скажем так, несколько лет серые моменты в взаимоотношениях Грузии и России. Честно говоря, вот эти моменты меня сильно огорчали. Но сейчас наступили такие моменты, что нам, между двумя странами, нам надо развивать всякие взаимоотношения, и культурные, и торговые, и промышленные, и так далее. Я беспредельно этому рад, что у нас сложились такие взаимоотношения. Вот намечается в мае месяце, как было озвучено, Российский-Грузинский молодежный совет. Не дожидаясь мая месяца, мы, ингуши, это потомки великих дурзуков. Нам, потомкам, некуда деваться, и у нас принцип такой. Двери наших домов открыты 24 часа в сутки, в любое время. В любое время приезжайте, мы вас приглашаем. Юрий Георгиевич, вас, Гиви, приглашаем, примем, разместим, поедем в горы, в наш знаменитый Тхабаирды. Гиви Гавазович, вы озвучили в своем выступлении, я знаю эту историю, когда к вам приезжал Харсиев Магомед, вы ему передавали фрагменты с храма Тхабаирды, вот эти большие камни. Он их на своей машине привозил, он мне сам рассказывал. Школа реставраторов, благодаря здесь у нас как бы, я не знаю, уместно или нет, строительный бум в горах. То есть получается, благодаря договоренности главы нашей республики Махмута Алимовича Калиматова и известного мецената Гуцариева Михаила Соловейковича, с позапрошлого года начались работы, масштабные работы по реставрации объектов культурного наследия горной части республики. Работы идут, открываются новые организации подрядные. Ну, задача такая, на 10-15 лет закрыть полностью эту тему. То есть, где нужно провести реставрацию. Ну, честно говоря, как орган охраны объектов культурного наследия, наша позиция неизменная. Мы против сплошной реставрации. Мы это прямо говорим. Мы против сплошной реставрации. Где нужна реставрация? Реставрация, консервация, восстановление, противоаварийной работы, где что подходит. Мы будем работать дальше в этом направлении. Огромное всем спасибо за участие. Я думаю, что наша конференция получилась плодотворной. Спасибо большое еще раз. Если можно, 2 слова. Да. Спасибо за приглашение. Я, конечно, с удовольствием всегда приезжаю в Ингушетию. Вы знаете, первая поездка в декабре, я влюбился. Конечно, в Даргинское ущелье, я не зря подчеркнул, это действительно жемчужина. И я присоединюсь, Диди Мадлоба Гиви, что он действительно высказал мысль, что действительно Даргинское ущелье нужно входить с предложением и закреплять ее в особом статусе.
конечно, я все понимаю, но если действительно это сделать, то это большое будет дело. И я вот рекомендую в Минкульт, пожалуйста, ваш должен обратиться Российской Федерации с требованием или с просьбой предоставить статус особой Тхабаерды как музей или филиала музея, чтобы обеспечить его постоянное финансирование. И обязательно обратиться в Грозинский музей с просьбой предоставить материалы все, которые под Тхабаерды, это вот 3. А за приглашение спасибо. Я, конечно же, при любой возможности, вот Радмила Ахметовна знает, что если где-то рядом нахожусь, я обязательно приезжаю к вам в гости, мне большое удовольствие доставляет. И я всячески буду поддерживать любые начинания республиканских властей, потому что Махмуд Али Махшарипович, конечно, очень хороший руководитель для республики, честно могу сказать, это такой без ложной скромности. Он очень много делает для развития республики. Ну, а мы, так сказать, здесь все скромные помощники готовы все это дело поддержать, потому что я вижу, насколько развивается республика, насколько много интересных моментов. И, конечно, товарищу Гуцериеву большое спасибо. Я сам видел эти стройки, вот детский лагерь мне очень понравился. Я не знаю, когда, кстати, его открытие. И, конечно, Армхи вам нужно реставрировать, увеличивать мощности потенциальные. И, в общем-то, туристический потенциал Ингушетии очень большой. И не только туристический. Поэтому большое спасибо. Я буду рад всегда к вам приехать. Спасибо. Юрий Юрьевич, то, что я хотел бы добавить, то, что касается храма, в настоящее время, ну, он находится в аварийном состоянии, доступ к храму ограничен. Какая сегодня сложилась ситуация? Мы провели работу по, скажем, нахождению тех фрагментов с фасадной части храма, обратились к нашим коллегам в Чеченскую Республику. 4 фрагмента, нашлись 4 фрагмента с фасадной части, и сейчас прорабатывается вопрос о возвращении на историческую родину этих артефактов. Были проведены недавно, в прошлом году были проведены археологические исследования вокруг храма, где были найдены 3 поселения. 3 поселения. В настоящее время, так как храм находится в аварийном состоянии, разработан проект усиления, скажем так, храма для того, чтобы, для безопасности, чтобы провести археологию внутри храма. Эта работа будет проделана в этом году, и со следующего года намечается большая реставрационная работа храма. Но на этом считаю, что конференция прошла на позитивном ключе, и вопросы были фактически все обсуждены, и богатый опыт Гиви будем использовать при проведении археологических раскопок во время реставрации храма Тхабаерды. Поэтому на этом позитивной ноте хотелось бы закончить нашу конференцию сегодня. Спасибо большое всем за участие. До новых встреч. Спасибо.